Здравствуйте, уважаемые телезрители! С вами старший помощник Канашского межрайонного прокурора Тимофеева Ираида Михайловна. Вступил в законную силу федеральный закон о внесении изменений в федеральный закон об организации предоставления государственных и муниципальных услуг в части установления дополнительных гарантий граждан при получении государственных и муниципальных услуг. Данным федеральным законом расширен перечень случаев, при которых заявитель может обратиться с жалобой в рамках досудебного обжалования решений и действий органа, предоставившего муниципальную услугу, многофункционального центра, а также их должностных лиц, муниципальных служащих работников. К числу таких случаев отнесены требования у заявителя информации, либо осуществление действий, предоставление или осуществление которых не предусмотрено нормативно-правовыми актами Российской Федерации, нормативно-правовыми актами субъектов Российской Федерации, муниципальными правовыми актами для предоставления муниципальных услуг. Требования у заявителя при предоставлении муниципальных услуг, документов или информации, отсутствие недостоверности которых не указывалось при первоначальном отказе в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, либо в предоставлении муниципальной услуги за исключением случаев, которые предусмотрены пунктом 4 части 1 статьи 7 Федерального закона номер 210. Кроме того, уточнен порядок рассмотрения жалоб, поступивших в рамках досудебного обжалования. Соответствующие изменения внесены в статью 11.2 Федерального закона номер 210, согласно которым в случае признания жалобы, подлежащей удовлетворению, в ответе заявителю дается информация о действиях, осуществляемых в рамках незамедлительного устранения выявленных нарушений при оказании муниципальной услуги, а также приносятся извинения за доставленное неудобство и указывается информация о дальнейших действиях, которые необходимо совершить заявителю в целях получения муниципальной услуги. В случае признания жалобы, не подлежащей удовлетворению, в ответе заявителю дается аргументированное разъяснение о причинах принятого решения, а также информация о порядке обжалования принятого решения. В связи с чем в органы местного самоуправления направлена информация в порядке статьи 9 Федерального закона о прокуратуре Российской Федерации. Постановлением правительства Российской Федерации от 26 июля 2018 года внесены изменения в правила предоставления субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг. В соответствии с принятыми поправками исключаются случаи с требованием у граждан справок о составе семьи. Предусматривается, что граждане при подаче заявления о предоставлении субсидии самостоятельно указывают всех членов семьи, постоянно проживающих с ними, и степень их родства. Вместе с тем, уполномоченные органы будут на регулярной основе осуществлять выборочные проверки достоверности сведений о составе семьи, предоставляемых получателями субсидий на оплату ЖКХ. Указанные проверки осуществляются уполномоченными органами в отношении лиц, повторно обратившихся за предоставлением субсидий, расходы на оплату жилого помещения и коммунальных услуг которых рассчитывается исходя из соответствующих региональных стандартов, двукратно превышающих максимально допустимую долю расходов граждан на оплату жилого помещения и коммунальных услуг в совокупностном доходе семьи. Кроме того, не имеющих постоянного места жительства, постоянным доходом, проверки осуществляются в том числе посредством направления соответствующих запросов организации, осуществляющей управление многоквартирными домами. При выявлении фактов предоставления недостоверных сведений соответствующая информация будет направляться в правоохранительные органы и органы социальной защиты населения в целях привлечения заявителей к установленной законом ответственности. Данные изменения вступили в законную силу 7 августа 2018 года.